Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В республике раскрыто разбойное нападение. В полицию Кобяйского района обратилась диспетчер службы междугороднего такси и заявила, что к ним в помещение проник неизвестный мужчина и, угрожая ножом, забрал всю выручку из кассы. Личность подозреваемого была установлена. Им оказался 44-летний местный житель, ранее привлекавшийся за кражи и умышленное причинение вреда здоровью. В момент совершения преступления он был пьян. Была обнаружена и изъята одежда и кухонный нож. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». 4 года условно мужу и 3 года условно жене. Такой приговор получила семейная пара из Верхневилюйского района, которая обокрала своего работодателя. Установлено, что молодой человек, менеджер магазина сотовой связи, являясь материально ответственным лицом, в том числе по распоряжению и пользованию вверенными ему денежными средствами, используя рабочий компьютер с доступом в сеть интернет, неоднократно оформил фиктивные операции по приему платежей без внесения наличных денежных средств в кассу магазина и далее незаконно производил денежные переводы, соответствующие по сумме фиктивным операциям, со счетов организации на свои банковские карты и счета абонентских номеров оператора сотовой связи без последующего эквивалентного внесения денежных средств в кассу. Всего он совершил 37 операций по переводу денежных средств магазина на сумму свыше 361 тысячи рублей. Указанные средства он использовал для производства виртуальных ставок на спортивные мероприятия в букмекерских конторах сети интернет, которые проиграл. В целях отыграться и внести деньги в кассу магазина подсудимый предложил своей супруге, являвшейся также менеджером и материально ответственным лицом этого магазина, совершить хищение денежных средств, на что последняя согласилась, вступив с ним в преступный сговор. Замыслив преступление, они совершили свыше 100 операций по переводу на общую сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей, а также систематически похищали из кассы наличные, общая сумма которых составила около 300 тысяч. Всего они похитили около 2 миллионов. Во время рассмотрения дела суд принял во внимание полное признание вины, наличие малолетних детей, их молодой возраст, а также частичное возмещение вреда. Приговор суда вступил в законную силу. В Нижнеколымском районе вор украл куртку мертвого человека. В хищении подозревается 26-летний мужчина. В тот вечер он, воспользовавшись тем, что хозяйки нет дома, силой вскрыл дверь, сломав нарезной замок, и похитил зимний пуховик стоимостью 5000 рублей. Установлено, что куртка принадлежала покойному сожителю потерпевшей. Подозреваемый знал об этом и решил похитить ее для личного пользования. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Переходим к федеральной повестке. В Самарской области 6 мужчин и 1 женщина обвиняются в похищениях детей и вымогательстве. В январе 2018 года они пытались похитить с территории детского сада 1,5-годовалого ребенка, но им помешали воспитатели. Через несколько дней они посадили в свою машину 4-летнего мальчика, гулявшего во дворе со своей 8-летней сестрой, и скрылись. Затем у родителей стали вымогать 2 миллиона рублей за освобождение ребенка. Правоохранительным органам удалось задержать всех участников преступной группы. Ребенка вернули родителям живым и здоровым. Следствие по уголовному делу завершено. Вскоре все 7 обвиняемых предстанут перед судом. Мы одновременно вышли с машины. Я и тот человек, что сидел на переднем сиденье. Я пошла по направлению к ребенку. Он пошел по направлению к подъезду. Я взяла его на руки, развернулась, привела к машине, садила на заднее сиденье и села сегодня. И, естественно, начал с ним диалог. Ну, такой, чтобы он ребенок, да, чтобы не волновался. И все. И там он уже вошел в наше общение. Начал все рассказывать. Сначала сказал, что хочу к маме, я ему сразу успокоила, я говорю, все нормально, сейчас мы пойдем к маме, все хорошо, ну и убила его вот это, отвлекла его на игрушку в руке и так далее. Следственный комитет опубликовал видео задержания экс-главы Пушкинского района, а ныне исполняющего обязанности главы города Дзержинск в Московской области Сергея Гребенниченко. Его поймали с поличным при получении взятки в $20 тысяч США за покровительство коммерческой организации. На этом пока все. Берегите себя.